День 8 декабря для родственников тувинца-добровольца Сенгги Аюн стал одним из самых важных. 1 сентября 1943 года вся Тува проводила на фронт лучших сыновей и дочерей. В числе 200 кавалеристов тувинцев-добровольцев воевал в годы Великой Отечественной войны и боец Сенгги. Тувинские добровольцы с честью выполнили свой долг перед Родиной, но не все вернулись с войны. 78 лет Сенгги Аюн числился без вести пропавшим. 29 октября Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации по ходатайству, составленному нами, родными, а также прошению, подготовленному Национальным музеем Республики Тыва, сумели собрать целый сборник документов, связанного с нашим дядей. Мне он является моего прадедушки родной младший брат. Национальный музей официально отправил запрос на имя министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. По его распоряжению сотрудники Центрального архива Министерства обороны России в городе Подольске нашли все имеющиеся засекреченные архивные материалы о судьбе тувинского добровольца Сенгги Аюна. Это было очень тяжелым грузом на сердце всех родственников, потому что судьба без вести пропавших могла быть разной. Каждый это понимал. И наши родственники в советские годы обращались с целью найти достоверные сведения о судьбе нашего дяди, но в то время это не удавалось. А вот нынче у нас получилось. Мы очень благодарны лично Сергею Кужугетовичу Шойгу за оказанное содействие. Теперь мы знаем, что наш дядя Сенгги Оюн Чимчак-Оглу погиб смертью храбрых. Как рассказал директор Национального музея, это первый случай, когда воин-тувинец-доброволец получает отдельную книгу памяти своего боевого пути благодаря собранным архивным материалам Министерства обороны Российской Федерации. И эту книгу передали родственникам героя. 3 декабря это был день безвестных героев Великой Отечественной войны. Завтра будет день героев России. И между этими двумя днями мы с радостью отмечаем, что Сенгги Оюн Чимчак-Оглу из категории без вести пропавших перешел в категорию славно и героически погибших тувинцев-добровольцев в Великой Отечественной войне. Несмотря на недостаточную информацию, по документальным источникам все же удалось узнать о героических подвигах, дате и месте гибели Сенгги Аюна. Он был посмертно награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Противоречивых и далеко не всегда достоверных материалов всегда сопровождает, особенно в случае без вести пропавших воинов, всегда сопровождает во множестве. И, к сожалению, мы долгое время руководствовались недостоверной информацией. А сейчас мы получили четко, документально зафиксированный документ, что человек погиб при освобождении Восточной Пруссии 21 октября 1944 года. Таким образом, открыта еще одна страница военной истории Тувы. Прошло 78 лет, и теперь родственники героя узнали о подвигах тувинского добровольца, храброго сына тувинского народа Сенгги Аюна Чимчак-Оглу, удостоенного ордером Красного Знамени. Инна Клоян, Буян Аюн, Белекоржак, телеканал Тува-24.